Тот, кто нарушил один день поста месяца Рамадан совершением полового акта без рухса, то есть без дозволения ему разговения, совершил грех и обязан немедленно, сразу после окончания дня праздника, если мог, отдать долг и искупление, каффарат аз-зигар, освободить одного раба, верующего, не имеющего недостатков, из-за которых он не смог бы полноценно работать. А если не имеет для этого возможности, то есть, чтобы освободить раба, то должен поститься 2 месяца подряд, не прерывая, но если он прервал пост хотя бы на 1 день, и даже по уважительной причине, то эти дни не засчитываются, если это было по уважительной причине, и необходимо заново держать пост. А если не смог сделать ни этого, то есть и этого не смог сделать, то есть держать пост, то должен накормить 60 нуждающихся мискин или нищих, факир, давая каждому муд продуктов, таких же, которые выделяются за закят аль-фитр, наиболее употребляемых в данной местности, как, например, пшеница. Значит, теперь мы говорим о том человеке, который нарушил пост по причине совершения полового акта. То есть причине нарушения поста половой акт. Он знает, что половой акт запрещено в день поста. Он помнит, что держит пост, и по своей собственной воле это сделал. Нарочно это сделал. То этот человек, если нарушил пост совершением полового акта, ему немедленно, следующий день, после праздничный день, после Ид аль-Фитр или Ураза Байрам, он должен закрыть этот день в качестве долга, ну, если состояние здоровья позволяет. Кроме этого, он должен дать искупление. Искупление его здесь не выбирает. Первое, он что обязан, если не смог, то следующее. Первое, это освободит одного раба, мусульманина, пригодные для работы, который не инвалид, например, или не сильно старый, что уже не может работать, или не ребенок, который не может работать, а освобождать одного раба или рабиня, мужчину или женщину, пригодные для работы от рабства. Если этого не смог, то есть нет возможности денежной, или как в наше время нет рабов, то он переходит к следующему. Держать пост 2 месяца. Не 60 дней, как некоторые выражаются. 2 лунных месяца. Лунный месяц, он может быть 30, может быть 29. Он должен держать 2 месяца. Если он начал, например, посередине месяца, то, например, начал 15-го какого-то, закрывать вот эти искупления. Смотрит 15 до следующего месяца, сколько дней получилось? Допустим, 15 дней. И этот месяц, независимо, 29 или 30, если 29, значит осталось 15 дней в том. А это 29. Если этот месяц 30 получился, значит осталось опять 30 дней. То есть всего, чтобы было 2 месяца по лунному календарю. Если с первого дня начал, значит с 1 по 30 или по 29 и обратно с 1 по 29 или по 30. Подряд. Эти 2 месяца подряд, это понимается, если он 50 дней подряд держал, на 51 не держал пост. Даже по причине. Ему заново все надо начинать. И считает заново 2 месяца. Пока не закроет эти 2 месяца, у него это искупление остается. И если и это не смог, а не смог не потому что лень или мне тяжело, он в состоянии должен держать. А если не смог, например, состояние здоровья, заболел, не может он держать по причине болезни, то тогда кормит 60 бедняков, муд, то есть пригоршни, продукта наиболее употребляемые в данной местности. Он кормит 60 мискин,
и дает им продукты, наиболее употребляемые в данной местности, каждому отдельно. Он может их по одному или все это в кучу собрать и позвать 60 мискинов. Это вам. Значит, вот такое искупление от того человека, который нарушил свой пост по причине совершения полового акта. Но если он сначала кушал, потом совершил половой акт, то уже не дается это искупление, потому что причина нарушения поста то, что он кушал. Это мы говорим без причины. Но и после этого он совершил половой акт, это тоже харам. То, что кушал харам, то, что совершил половой акт, харам, даже если это жена его, так как он это делал во время поста, и он обязан был держать пост. Получается, тот, который в день поста нарушил пост без оправдания, без причины, покушал, он попал в харам. И каждый раз, когда в этот день делает какой-либо разговор, кушать или совершать половой акт или что-нибудь другое, он попадает в харам. За каждый глоток воды он попадает в харам, потому что в этот день он должен держать пост. Если он нарушил этот пост, после этого он обязан воздержаться от всех видов разговения до конца дня. И сразу, немедленно, после Ид аль-Фитр, Ураза Байрам, он должен закрыть этот день в качестве долга. То, что было сказано, всем понятно. Вопрос есть? Мут продукта просто в продукте дает или в готовом виде? Обязан. Беднякам. Муд продукт. Деньгами или... Деньгами по Ханафи можно. Мы говорим пшеница. Да, пшеницы достаточно. Пшеницы Да. отдал и все. Можно мукой. Можно. Муд продукта наиболее употребляемый. В Азии, например, больше всего кушают рис. В Африке кукуруза. В некоторых странах Африки, которые более южнее. В Северной Африке, например, пшеницу, как у нас в Крыму здесь, или в Европе, в основном пшеницу кушают. То поэтому такое. Пшеницу отдал, все. Да, достаточно. Можно в готовом виде. Можно, например, буханку хлеба, которая большая, не маленькая. Это и есть полоскать. Смотрите, если взять стеклянную бутылку, в ней наджаса, как ее полоскать? Некоторые начинают там выдумать всякие. А на самом деле, вода пока бежит, она удаляет. Значит, в бутылке, если воду налил и не дали ей остановиться, мешаешь и крутишь, все удалил, она протекла и ушла. Когда она не была протекана, в ней наджаса, налил воду, она стоит и стала. Получается, эта вода пачканная наджаса. Точно так же вот. Глотнула и полоскаешь, и выплевываешь. Не остановила воду. Все очищаешь. Да. Вопрос по поводу вот носа. Нужно еще раз уточнить, с какого места вот... Хайшум, вот это верх носа. Вот эта косточка, видишь? Нигде хрящ, а вот эта косточка. Если туда дошло, то это нарушает. Бывает так. Бывает человек, ну, все это знают, здесь ничего такого, что называют, сопли это их называют, да? У него в носу здесь. Нельзя их втянуть. Это нарушает пост. Даже если потом выплюнул. Потому что он это называется вне. Хайшумиши были. Да. Они здесь, это уже не внутрь. Это уже наружу. Высморкать так, что... Высморкать, правильно? Или наоборот? Да. Втянуть. Получается, из наружу внутрь. Это нарушает пост. Точно так же поговорил, мокрота вышла. За предел букву Х. Выплевывать надо. Глотнуть обратно нельзя. Нарушает пост. А вот когда, допустим, в носоглотке там что-то скапливается такое непонятное, и вот это вот глотнуть, то есть оно получается как-то и не в носу. Если отсюда глотнуть, не нарушает. Если он внутри. То есть если вот именно втянуть, Вот да, отсюда и втянуть внутрь, вот это нарушает. А если она собирается в хайшум, внутри, в мозге и так далее, бывают же всякие, которые выделяются как бы при кашле.
Да, да, это все внутрь, если оно изнутрь внутрь не нарушает. Когда нарушает? Изнутрь вышел и обратно, или изнаружи внутрь. Это все нарушает. Если в рот вышло вокруг, то Да, и обратно. да. М. Или изнутрь высморкал и обратно втянул. Да, Сивак. Насчет сивака. можно пользоваться. А если что-то попадет? Ну, выплевываешь. А? Выплевываешь. Ну, Можно пользоваться. Можно. можно? Да. Спрашивали, вот этот сок сивака, вот когда чистишь, он же сок бывает выделяет и глотал вместе с слюной. Не сок. Там, смотрите, там его слюна. Только она, привкус появился из-за Да, сивака. вот. Это не нарушает. Не нарушай, да? Мгм. Там же объема чужого никакого. Что нарушает? Появление что-либо имеющее объем. Да, со стороны. Но мы говорим о этот, который во рту у него. Не, если видеть между зубами что-то, это понятно. Нет, который он делает, и слюна попадает на сивак, но или он, когда сивак делает, привкус появляется, ну, когда зубы чистим. Мы же выплевываем саму пасту, Да. остается только привкус. Ничего объемного нету, только чистая слюна, но только с привкусом. Это не нарушает пост. Мгм. То есть это след. Привкус, ну, мой след, как хочешь, так и назови. Что еще? Все? Так, Да. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Barakallahu fik. آمين.